Документ представил начальник службы политик в сфере межэтнических отношений Министерства образования и исследований Республики Молдова Иван Думиника. Он обозначил приоритетные направления, ключевые мероприятия и механизмы реализации плана, направленного на развитие и популяризацию гагаузского языка в регионе. Также были представлены инициативы для преподавателей гагаузского языка, литературы и предмета «История, традиции и культура гагаузского народа». По словам Ивана Думиники, государство выделит средства на организацию бесплатных курсов по изучению гагаузского языка для взрослых, издание словарей и проведение курсов повышения квалификации для педагогов. В августе программа предусматривает, мы делаем впервые курсы по истории, традиции, культуры гагаузского народа, которые будут проходить также при Камрадском государственном университете. Также они будут бесплатными. На это также Министерство образования и исследований выделило 160 тысяч рублей. Обмен опытом, поездка преподавателей в Турцию. Стратегическую важность национального плана для поддержки и продвижения гагаузского языка отметила начальник Главного управления образования Гагаузии Наталья Кристева. По ее словам, реализация документа позволит укрепить позиции гагаузского языка и государственного языка в системе образования автономии. Надо признать, что на протяжении многих лет гагаузский язык в школе рассматривался как родной, и рассматривается и активно используемый. Однако реальность существенно изменилась, и сегодня значительная часть наших детей приходит в детский сад, в школу без базовых навыков устного общения на гагаузском языке. Язык все реже используется в семье и в повседневной коммуникации. Обучение, выстроенное по модели для носителей языка, нередко оказывается перегруженным, формальным и малоэффективным. В результате учащиеся осваивают гагаузский язык как учебный предмет, но не начинают свободно на нем говорить. Реализация плана будет осуществляться в сотрудничестве с Камрадским государственным университетом и научно-исследовательским центром имени Марии Васильевны Маруневич. Представители научного и образовательного сообществ отметили важность системной работы по сохранению и развитию гагаузского языка. Радует меня то, что именно Министерство образования Республики Молдова заинтересовалось в том, чтобы эту проблему поставить на уровень государственной проблемы, национальной проблемы. И разработка этой программы является очень важной, архиважной для нас, жителей автономии и граждан Республики Молдова. И в 2018 году Народное собрание приняло закон, который вступил в законную силу с 2019 года, закон о применении и расширении гагаузского языка. Ежегодно 6 миллионов лей выделяется на поддержку и расширение сфер применения гагаузского языка. Сегодня господин Думиника сказал о том, что еще дополнительно 2 миллиона лей на национальную программу для продвижения нашего родного языка. Сегодня мы должны объединиться и не быть конкурентами друг другу. Потому что главная цель – это язык, главная цель – это продвижение языка. И сегодня главная цель плана, который представляется, это объединение всех программ в единую программу, начиная от дошкольного образования, продолжая гимназическим классом, лицейским звеном, Камрадским госуниверситетом и педагогическим колледжем. Ожидается, что реализация национального плана на 2026-2027 годы укрепит статус гагаузского языка и расширит его использование в образовательной системе и общественной жизни автономии. Светлана Димитрогла, Влад Табачук, Алексей Герчу. Новости ГРТ.